25 марта, Якутск. Вот так хорошо потеплело, вечер уже. Просто замечательно. Уже без шапок люди. Тут в скверике народу много сидит. Этот уже начинает таять потихонечку. На велосипедах все больше и больше. Вот как они ездят по этому гололеду, интересно все-таки. Шины-то не скользят, не падают, что ли? Смотрите, сколько тут молодежи на площади вот этой, где московский магазин, торговый центр, вернее. Все ходят, гуляют, хорошо стало в Якутске. Лужи. Сегодня в лужу наступил первый раз в этом году. Ух ты, ну вот это ас. Конечно, надо ему показать, как он может. Ну и тут у нас проспект, торговый центр. Один, там много-много этажей туда наверх, магазины. Тут постоянно люди, постоянно машины. Вот этот ЦУМ, тоже торговый комплекс. Так, где тут лучше пройти-то? Так вот. ЦУМ, вот этот ЦУМ, универсам, универмаг Ленские столбы. Вот это универмаг открыли продуктовый, что ли? Ленские столбы. Интересно. Слушайте, уже все надо сапоги одевать, лужи. Это тут музычка играет. Кто-то с Наташами наверху. Ну, уже без Наташ, по-моему. Машины у многих стоят. Но она и не замерзает. Покушать. Вот здесь можно. Шаурма. Ну и тут еще Саха-Экспо. Центр. Тоже большой магазин. Вот интересно, как там внутри много. Сейчас говорят, что-то много магазинов начинает закрываться. Много там внутри закрылось или все работает. У нас как бы в Якутске маркетплейсы-то есть, но вот если на западной части России там заказываешь, и тебе на следующий день, там, через 3 дня могут, максимум там неделя, да? Максимум, это самое, если что-то такое. То и у нас в городе 2 недели это минимум. Заказал что-то там на Вальбересе, Озоне, 2 недели надо ждать. Я вот тоже заказал, но уже срок вышел, а у меня сказали, что там еще товар еще движется, то есть еще не привезли. Представляете, это может быть и 3 недели, запросто, без проблем. Тут тоже молодежь сидит. Она вот сюда. Сюда. Поэтому что я хочу сказать, то что у нас купить в магазине иногда быстрее бывает, чем заказывать где-то там 2 недели ждать, минимум там 10 дней. Не всякий захочет, если тебе что-то нужно вот сейчас, то проще пойти докупить, ну, естественно, чуть переплатить. Допустим, не такая уж и большая разница бывает иногда между ценой на маркетплейсе и ценой товара в магазине. Ну, не всегда.
большая разница. У нас там магазины еще как-то работают, вот эти вот обычные. Все, мне вот сюда надо зайти. Народу такое ощущение, что все больше и больше. Так, мы сейчас идем на эту остановку. Вот она стоит, и поедем в том направлении. Цель одна есть, там съездить. Движуха-то вот на Дзержинска вообще конкретно жесткая. Так, надо вот здесь на автобус сесть мне. Гололед. Еще тот. Гололед, еще тот. Машины стоят. Это какой? Четверка, ну что, уже у нас смеркается. Вечер. Тут люди сидят шашлычно. Сейчас мы идем, напротив нас столичный рынок. Ну, сейчас он уже закрывается, конечно. 8 час уже. Или уже закрытый. Вот. А здесь Ростикс. Бывший КФС. Еда, там людей, наверное, тоже полно, как всегда. Что-то тут глянул, тут поесть стоит, стало стоить. С ума сойти, сколько уже денег. Но все равно, несмотря на цены, люди, вон все столики заняты. Вот как они заходят группкой какой-то, особенно молодежь любит. Зайдут, оккупируют какой-нибудь столик и сидят там, бесконечно могут сидеть. И иногда даже не дождешься столика. Хотя я не любитель такого, такой еды, она очень быстро приедается. Через там уже раза 2-3 покушаешь, и уже потом не хочешь ее есть, в рот уже не лезет. Скорая несется. Скорая помощь. Кому-то плохо из людей. Белые ночи, вот подсветочка у них тут стала такая вот. А вот столичный рынок, он напротив. Вся уже площадка пустая. Ну да, он закрылся уже. Все. Ничего там не горит, окна. Он еще им видео работает. И все. По-моему, да, за 8 видео часов. До 8 или до 9 работает. Здесь у нас сейчас ближе подойду. Планета Kids. Когда-то она была на 4-м или 5-м этаже Столичного. Ее вот сюда вот выкинули рядом с белыми ночами. А вон луна, кстати. Луна. Да, вечером тут, кстати, и народу поменьше стало уже. Вот сейчас смеркается. 8 час, и народу поменьше, и машин поменьше. Ой, смотрите, какие красивые тут лампочки, фонарики. Так, скользко. Слушайте, я очень осторожно иду, потому что, не дай бог, не упасть. Я сейчас в светофор зашел и там затоварился едой.
Мне только падать не хватало. Фух. Там приятный сюрприз такой. Я чипсы, такие луковые кольца купил. Оказывается, надо было 2 пачки брать за эту цену. Представляете? 1 в подарок идет. Вот такая вот небольшая, приятная. Так, скользко, вообще жестко здесь ходить, конечно. Так, а сейчас я в Амсае здесь. Мне тут надо тоже кое-что посмотреть. Жарко, уже слушайте, я разодетый, как это, не знаю кто. И иду, мне жарко. Во-первых, тяжело ходить уже, сильно оденешься, когда, и во-вторых, жарко уже, жарко. Вот она в сайте. Амсай работает у нас до 9. Ну что, все, едем назад, обратно. Уже вижу какой-то автобус на остановку, тут удобно. Вот сразу вышли с этого Амсая. И сразу тут остановочка. Вот она. Никуда идти далеко не надо. Или можно тут такси взять. Тут очень много такси ходит. Этот уже закрыта, теплая остановка. Уже тепло на улице, поэтому, в общем-то, не нужно. Вот это подсвечивается. Переход вот этот подсвечивается. Видите, как красиво стало. Оттуда вон с аэропорта, если вы в Якутск прилетите, то вот по этой дороге в город заедете. В большинстве случаев. Вот куда меня занесло, на улицу строителей. Давайте тут посмотрим. Вот тут колледж вот этот строительный, по-моему. Тут домов понастроили тоже. Но здесь остановочка. Смотрите, у нас даже тут умная остановка. Вон умный транспорт. 3 через 2 минуты придет. 41 через минуту. 35 через 8 минут. Какие-то магазины. Тут как бы частный сектор такой. Вон там луна. Тут домина такой. Подушка. Вот так вот. Якутск преображается. Очень много домов строят. Вот тут, я не знаю, тут частный сектор, но его сложно, наверное, снести. Поэтому район вот так вот частично застраивается. Все, слева еду. Тройка, пустая тройка сейчас идет.